Мне хотелось бы послушать и узнать больше о нашей истории, о наших традициях, о том, какие были у нас музыкальные инструменты. Ну, я думаю, что будет очень интересно. Для меня это как интригующе. Мы жители города Саки. Узнали, значит, об этом интересном мероприятии. Во-первых, хотелось бы узнать все-таки истоки нашей национальной крымско-татарской музыки. Хотелось бы больше узнать о наших инструментах национальных, которые использовались, как зарождалась наша музыка, потому что я считаю, что многие не знаем этого. И хотелось бы, конечно, эту информацию узнать, и я надеюсь, мы ее получим. Когда мы выезжаем в какие-то регионы Крыма, я всегда стараюсь подобрать плейлист, аудио, все старые цифровки, которые подходят под этот регион. Сегодня я сделал акцент на ашикских традициях Кезлева. Я выбрал в основном городские мелодии, которые играли здесь. И мы немного поговорили об ашхумере, о инструменте, который он использовал, какие вообще есть традиции игры. Но в целом, естественно, базис — это наши общие национальные инструменты. Жевал менің sevген ерлерімден бірі, çünkü Kırım'ı aksettire, Kırım'ın ruhunu taşıy ve milletimizge böyle bir merkez gibi. Сазы — это струнные инструменты, очень свойственны восточной музыке, которые в Крыму практически 300-летнюю историю имеют и практически бесследно исчезли в 20 веке. Я в полном восторге. Я открыл настолько много интересных, неожиданных доселе фактов. Это было познавательно, это было интересно. И местами, вы знаете, было ощущение такого флешбека, как будто ты переносишься в средневековье, как будто ты идешь по улочкам Бахчисарая и видишь всю эту атмосферу, окунаешься в эту атмосферу. Все, что сегодня было, я впервые услышала. Работая в Хайтарме с 1957 года, никогда ни о чем не говорили. Просто боялись что-либо говорить. Вообще молчали во всех отношениях. А сегодня то, что было сказано, это вообще прекрасно. Совершенно молодой человек занялся вот этим нашим прошлым. Все, что вот эти записи, это прекрасно. Я думала, что я ничего нового не узнаю, потому что книгу Яя Шерфединова знают корки до корки, и музыкальные инструменты, и произведения, которые там есть, мы неоднократно к ним возвращались, о них говорили, их играли и так далее. Но сегодня было много достаточно открытий для меня. Аудитория была очень теплой, открытой к новым знаниям. Жители Кезлева очень активно участвовали, они даже подтанцовывали на каких-то моментах. Они пришли целыми семьями, и это очень приятно наблюдать. Кезлев Хайтармасы, Тархан Хайтармасы, та музыка именно степная, кезлевская, которая звучала сегодня здесь, в этих стенах, была просто невероятно органична. Очень здорово, что исконная музыка возвращается в свои регионы. Есть некая шкатулка, которую создает некто, да, в данном случае мы, но у нее всегда должно быть содержание. И то, что мы сегодня услышали и увидели, это и есть самое ценное содержание, которое должно быть. А уже к нему должно прилагаться все остальное. И может быть так здорово, что есть возможность поддерживать таких молодых, талантливых, глубоких людей. И я думаю, что если есть люди, в которых сочетается любовь к своим корням, исследовательская какая-то жилка и любовь к музыке, получается то, что получилось сегодня вечером. Фундаментировать, фиксировать все это одно, а делиться с людьми — это другое. И когда я видел, что людям нравится, когда я слышал эти восхищенные краем уха, как люди восхищаются какой-то музыкой,
я понимал, что это все не зря. Значит, отклик есть, значит, людям это важно. И дальше я, конечно, буду дальше делиться этим всем с народом, потому что народ носитель этой культуры, он должен обратно ее вернуть себе.